Ассаламу алейкум, здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя», в студии Ислам Ершов. И в начале выпуска коротко о главном. В Грозном наградили победителей и призеров премии «Золотое перо». Мероприятие было приурочено к 70-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Я уверен, что сегодня на этой сцене мы будем чествовать самых лучших из лучших. Благодаря конкурсу мы смогли донести до широкой массы нашу главную идею, что путь Ахмата Хаджи – это путь созидания, строительства, развития. Один из важнейших проектов в сфере развития войнахской культуры. В Биное состоялся ежегодный фестиваль народного творчества «Биноевская весна-2021». конкурс бесплатно даун, лекция шуквай даун, юеш даун, гойч, гайта гойч даун, лекция шуквай даун, мухил диз, гойч, халхар мухил диз. Бой халхар да шие даун, бух бош, мот бош. Религиозная часть Биноевской весны на выявление лучших. В школе хафизов имени Ташу Хаджи прошел второй республиканский конкурс чтецов священного Корана. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. Аллах дал амурдавайк бакдаг дицарц. Бакдаг дицар бошхидал и сифат. Allah dal duqdiya sifat duiz. Del elçan sallallahu aleyhi ve sellem duqdiya sifat duiz. Masu paymaşka xil sifat duiz. Masu del gelgaşnahiga evliyaşka xil sifat duiz. Qonaqçunga tawş sifat duiz. Xarsdak diçor boş xildol ilazar yuhuma qonaqçunga uggar irç xildol hum duiz. Mu'min istaga qiyarşa xir wahon mu'min istaga sutar xir tam bohon el yaşna sallallahu aleyhi ve sellem mu'min istaga xarsdak diç xir wahson el yaşna sallallahu aleyhi ve sellem. خاصلك دي شوك شي أمة واتسون على بيهمر صلى الله عليه وسلم. ده شي قرآن شو شي بيهمر شو خيستوش مهتها بقدك ديش برئش أول شلقتوا. إبراهيم بيهمر حقه اللقتوا إنه كان صديقا نبيا بقدك ديش بيهمر ورئز. إسماعيل بيهمر حقه اللقتوا إنه كان صادق الوعد. يوسف بيهمر حقه اللقتوا يوسف أيها الصديق بقدك ديش سربوهجا قونا شنجا مؤمن سيجا مسو بيهمر جا خلصفة دوئز. وي بيامر صلى الله عليه وسلم شابير اللي حدون ده جيمولش دون ده ده شيك بيامر الدوس ده اللي حلق تيشمي ولش بقدك ديش والمحمد بوخش اشتويش خلق بيامر صلى الله عليه وسلم. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. В Грозном прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Глава Чеченской Республики вместе с собравшимися обсудил экономическую ситуацию в республике. По словам Рамзана Хаджи Кадырова, последствия COVID-19, который нанес серьезный удар по экономике, успешно преодолеваются. Подробнее о динамике показателей доложил председатель Кабинета министров Муслим Хучиев. По его словам, республика занимает лидирующие позиции по эффективности деятельности органов власти среди субъектов Российской Федерации. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Начиная совещание с оперштабом по недопущению распространения коронавируса и руководителями секторов республики, Рамзан Хаджи Кадыров сразу отмечает, темпы вакцинации увеличились. Однако этого недостаточно для недопущения так называемой третьей волны заболеваний, которая уже отмечается в некоторых регионах России. Уже почти 150 тысяч населения привиться на выдаст, но все-таки табол нах вот хохлулавига хого привыкают хого цеют хогоют хого цеют дастан так ицу война ниц мир больше будастан ниц мир в том плане что если загруженность больниц будет, тогда будет и проблема, да, и смертность, и больные, ковидом, такой, надо ему дать, халлер, на утро, такой, да, опять на штабу, без побол, стяж, му без побол, сун хитра боли, лояльный, без санхитсун, да, жестко бабиз, Аллах хитсун,
Сейчас в республике коронавирусом болеют больше 120 человек, а за все время переболело больше 12,5 тысяч человек. 143 человека, к сожалению, с летальным исходом. Эти и другие цифры озвучил Вахид Усмаев. В медицинской организации поступило 147 528 доз вакцины «Спутник Ви». Вакцинация проводится на базе 41 пунктов. На сегодняшний день в республике вакцинировано 142 462, примерно четвертая часть должного вакцинирования. Привито на 1000 человек, в среднем 153 человека. Лиц старше 60 лет всего 128 714 человек, из них привито 16 924. То есть совещание не желтая. Уже 10 900, тогда было 6 тысяч, сейчас плюс 10 900 человек. И опять это. Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов предупреждает, новые штаммы коронавируса отличаются высокой скоростью распространения и тяжелой формой заболевания. Он предлагает ограничить массовые мероприятия. Поступает все больше и больше количество пациентов. Среднее количество пациентов на прошлой неделе было 14. То есть на позапрошлой неделе. На прошлой неделе 24 человека в день в среднем. Ну, вот эту неделю уже за 30 переваливает количество пациентов. То есть мы наблюдаем рост заболеваемости. В плане лечения пациентов проблем нет. Есть лекарственные препараты, инфраструктура вся созданная, то есть она в рабочем состоянии, доктора готовы заниматься пациентами. Что хотелось бы попросить оперативного штаба, если это возможно, учитывая то, что мы сейчас находимся в росте, к этому призывает и оперативный штаб, который вы проводили вчера, все-таки, может быть, подумать о каких-то мерах, хотя бы дистанцирования и ограничения количества массовых мероприятий. Нужно строго следовать рекомендациям врачей, говорит Рамзан Хаджи Кадыров. Вакцинация – проверенный способ спастись. Нельзя верить пустым слухам из социальных сетей. Всякие сказки, не были чудо, шершбандош. Nachtzeilig проблем с вакцинацией эти ой чуаболча на нож ижерш дюзелш иши веши беш дон масара вакцин дон и не даст он. Да антитела что бош, антитела в любое время надо уж надо еще даст он. За определенные хармая с переболеть не было, аж вот так дон, если вовремя он не проверит, он все пропали антитела и все ты не знаешь, что когда-то я там заболел он. Вот в октябре он вакцинирован, он уже время даст он определенный у каждого свой организм, из-за этого проблемы даст он. И ковид не мы придумали, и мы мастеры общей беда в том, что она появилась, сюда мы вместе должны бороться, даже более играем в демократию именно в нашем государстве, и регионы сами должны определить, насколько миры должны услышать, когда призывать, или там, не знаю, придумать, чтобы люди вакцинировали. Если неизбежно без вакцины, то надо это сделать. Председатель правительства Муслим Хучиев доложил о ситуации в экономике республики. С начала года объем отгруженных товаров вырос на 7,8%, промышленного производства на 12,5%, строительных работ в 1,5 раза. Среднемесячная номинальная зарплата на 3,6%. Продолжается реализация национального проекта. На эти цели у нас предусмотрено 21 миллион 850 миллионов рублей. На сегодняшний день кассовое исполнение по этому показателю почти 6 миллиардов долларов. Это где-то примерно 31,8%. Это очень хороший результат на сегодняшний день. И дальше у нас работа продолжается. Единственное отрицательный показатель – это уровень безработицы. Мы являемся субъектом, который входит в число субъектов, у которых высокий уровень безработицы. Хотя в пик пандемии более 26%, я в этом захвачу. На сегодняшний день 12,5%, но до пандемии 8%
Так что есть у нас к чему стремиться. Один из проблемных вопросов – безработица. С момента снятия коронавирусных ограничений она снижается, однако требуется приложить еще больше усилий. Есть понимание и поддержка с федерального центра, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Сегодня, да, я с специальным правительством разговаривал по поводу наших проблемных вопросов, да, по 4 вопросам, которые мы поднимали в дом, устным дом. Есть договоренность, да, письмо штату да, вот по 4 вопросам, да, в последующем, да, еще сначала, да, поддержать иду, да, и вопрос, да, необходимость сказать, да, так, в прошлом году, да, договоренность сказать, да, правительством Российской Федерации по нескольким вопросам, да, из подчеркнуто, да, шадом поддержка или да, поручение рулю да, что вопрос, да, давай экономик, да, заниматься дюльдел чандюн, да, что шара, да, за потрясение хульштать, за кризис, за хульш, сам за хульш, да, или подряд хульш, ли сам за хульш, да, ну вот экономик заниматься дюльдел чандюн, да, за что паратен, да, скоен, да, вот тинс, вот стратегии разрабатывать, да, вот хар, вой, да, около рабочий метки, около инвестиций, да, вот адюлуш сразу, да, кризис хульш, адюлуш, да, санкции хульш, адюлуш, да, он яден хульш, да, вот и что но все-таки да, вы да, уверены, да, вы сомневаться, да, что да, любой да, вопрос вы решать другую, решить что вы да, вы так вы да, после пандемии да, уже да, безработица во время пандемии, халмяли да, 26 да, 12,5 да, вы да, его нах да, бах ярич бу да, дух беш бах царич бу да, бах царич на бу да, цендел да, рабочие места что хиллер да, يلا دون جيتا جوش ناهن دون إنها بالغ باخ قايق ديش خلر دون قايق لاش ناه باس دون قايق لاش ناه باس دون حوت دشي دون دقم لي لاش ناه بوداس دون تا واتوا غير تقول كل دون تا بارما سميخ شوش دون تا نستل ديادوش دون زوجين دون شو أجي ناس بيسير قوتي على سوموش ما بيش دون واتوا غير دون إنسان دون ناه دون بولش بوش داس دون إيش دون وينو أخليش ياس دون نوتشي دون شيء دوز أو كوب شلوي شو دون شيء هزم نانا كوب شلوي شو قهوة شلوي شو دون تاك سيميني بيزنس يلا دون شيء دون شالي تشا زدي ما استيش دلا دون شيء لات ليلو شو لا دون مصو أو قهيق ديش دوكوي دون قهيق لا كان الشورت لات دوي دون شورت بلغ متكشو دون. Осенью состоятся выборы главы Чеченской Республики и депутатов парламента. О результатах праймериз и подготовке рассказал спикер парламента Магомед Даудов. 26 по 30 мая мой праймериз в Дамасской Республике есть. Из-за электронной эры, что обычно была на царе каждый шей халхи 19 сентября от выборшка шен глушу партию Единой России депутат Билголокш ин праймериз из Рамзанович ел код и квота на 91% даже сонах при сонах мир республики. Тавана и праймериз ериги даниш Рамзанович уже пор проблема госуслуг обнародовать список составить на Центральный комитет Единой партии России Цигидая Айтна Рамзанович. И Тавана очередное заседание парламента мы объявили 19 сентября у нас состоится выборы главы Чеченской Республики и парламента Чеченской Республики. В Чеченской Республике традиционно высокие показатели посещаемости выборов, отмечает Магомед Даудов. Есть уверенность, что осенью будет так же. Шамиль Эрсанбиев, Ислам Али Султанов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева состоялась торжественная церемония награждения победителей 10-й международной премии журналистов «Золотое перо» памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На мероприятие приехала целая делегация известных журналистов России. Почетным гостем стал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Об итогах конкурса расскажет Хайда Саламова. Открывая мероприятие, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати информации Ахмед Дудаев выражает слова благодарности Рамзану Хаджи Кадырову. От всего журналистского сообщества хочу поблагодарить вас, Рамзан Амаевич, за предоставленную возможность для проведения данной премии
на столь высоком уровне, в таких прекрасных условиях, за постоянную помощь и поддержку нашим информационщикам республиканским и за повсеместное содействие развитию региональной журналистики. Для официального открытия мероприятия и последующего награждения победителей на сцену приглашают главу Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. В своем выступлении он похвалил журналистов, выполняющих свою работу качественно, и пожелал дальнейших успехов в работе. На сегодняшний 10-й конкурс было подано около 800 заявок. Жюри пришлось отбирать победителей несколько месяцев. Я уверен, что сегодня на этой сцене мы будем чествовать самых лучших из лучших. Благодаря конкурсу мы смогли донести до широкой массы нашу главную идею, что путь Ахмада Хаджи – это путь созидания, строительства, развития. Поздравляю призеров и победителей конкурса. Вы заслужили эти награды годами напряженного труда, талантом и верностью своему долгу. Желаю вам творческих успехов и новых профессиональных высот. Глава региона вручил орден высшей награды Чеченской Республики, орден Кадырова, советнику главы Чеченской Республики Магомеду Байтуеву. Когда я еще не работал нигде, но у нас был республиканский спортивный клуб «Рамзан», но там была собрана определенный круг журналистов или, не знаю, любящих эту работу, он был среди них. Я сегодня узнал, что у моего брата нет награды орден Кадырова. Он его заслужил еще лет 15 назад. Самый долгожданный и волнительный момент – награждение победителей 10-го международного конкурса журналистов «Золотое перо». Победитель номинации «Репортаж» Абуев Муса Магомедович, главный консультант информационного управления главы и правительства Чеченской Республики. Поздравляем с победой. Фотография на память. Аплодисменты. Поздравляем победителя. В республику приехала целая делегация известных журналистов России. Это большая честь присутствовать на таком мероприятии в такой замечательной республике, делятся гости. Я уже думал, что столько проведать в Чечне, вот каждый раз приезжаю и каждый раз восхищаюсь, удивляюсь чему-то новому. Каждый раз я думал, что, наверное, все, восхищение закончилось. А сейчас мы в этом удивительном зале торжеств. Я первый раз здесь, у меня снова шок и восхищение. Вчера я был на этой невероятной лестнице в небо, на 56-м участке. И снова восхищение. Там такая фраза, которая очень меня поразила. Это фраза Ахмада Хаджи Кадырова. Без культуры нет нации. Среди награжденных журналистов наш коллега с ЧГТРК «Грозный». Для меня очень приятно быть победителем именно в юбилейной 10-й церемонии международного конкурса «Золотое перо», потому что она приурочена к главному событию, я считаю, этого года, к 70-й годовщине со дня рождения Ахмада Хаджи Кадырова. Также мне приятно побеждать в номинации «Лучшая тематическая программа». Вот и наступил торжественный момент. Победителя Гран-при награждает председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев. Победитель в номинации Гран-при Жакаева Регина Алудиновна, корреспондент передачи политических программ ЧГТРК «Грозный». Как у тебя получается хороший материал? Я всегда говорю, нужно прежде всего полюбить своего героя, посмотреть на жизнь его глазами и пропустить его жизнь через свое сердце, и тогда у тебя все получится. Я с 2006 года подаю эти материалы. У меня уже есть 4 золотых пера. Наверное, сегодня будет завершающий 5-й. Я так думаю, возьму и успокоюсь. Всего на конкурсе было представлено около 800 работ из различных регионов России и зарубежных стран. Из них отобрано более 350 лучших. Популярность премии обусловлена тем, что здесь в конкурсе участвуют журналисты из различных регионов нашего государства, в том числе из других стран. Насколько мы знаем, информационная политика, вообще журналистика, она становится все актуальнее. На реализацию информационной политики обращается все больше внимания. И на самом деле работа журналистов, отбор лучших из лучших, это очень привлекает внимание телезрителей. Мероприятие закончилось, но гости не спешат покидать зал. Все хотят сфотографироваться с главой региона.
Казахстана. Хайда Саламова, Салман Усманов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Чеченской Республике прошел фестиваль народного творчества «Биноевская весна». Ежегодно мероприятие проводят в Горном Ножаюртовском районе. В программу были включены десятки спортивных и культурных мероприятий. Одно из них – скачки. По традиции их посетил и глава региона Рамзан Хаджикадыров. Подробности смотрите далее. В сопровождении конного клуба Ахмат Биной глава Чеченской Республики въезжает на территорию, где вот-вот начнутся конно-спортивные состязания. В программе 3 заезда на дистанции 6000, 3600 и 2400 метров. В них принимают участие лошади чистокровной верховой породы. В первом и втором заезде в честь дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджикадырова победили скакуны по кличке Ламбер и Субар. Призы – 2 автомобиля марки Hyundai Solaris. Мой номер Субар, владелец Зелимхан Бескаджиев, село Гелдага. В третьем заезде, приуроченном присвоению Замиду Чалаеву звания Героя России, скакун по кличке Шторм принес своему хозяину победу, приз за который автомобиль марки Мерседес. Это не первая победа, признается хозяин скакуна Алихан Муслимов. 16 год я коза Камри я кар инспушер инсо коза рицхелерн ишт ермашен я кар нестеле садел киет там бокит я. Также жители региона смогли наблюдать джигитовку со сложными акробатическими элементами представителей конного клуба Ахмат Биной. По завершении одного мероприятия здесь начинается следующее. Спортивные мероприятия входят в состав фестиваля не первый год. Глава Чеченской Республики пропагандирует спорт и призывает население вести здоровый образ жизни. Хайда Саламова, Салман Усманов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В школе хафизов имени Ташу Хаджи прошел второй республиканский конкурс чтецов священного Корана. Он был приурочен к 70-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие прошло в рамках Биноевской весны и длилось 2 дня. В первый день хафизы читали Коран перед жюри. Проведение итогов прошло в день фестиваля. Подробности в сюжете Абдулы Батаева. В конкурсе принимают участие около 80 хафизов из 7 школ республики. Всего здесь 2 номинации. Первая – это знание полного Корана, а вторая – знание 15 джузов. Жюри принимали участников в 2 классах. Хафизы заходили по одному и зачитывали по 3 суры из Корана. Самое главное – читать без ошибок по правилам таджвида. بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Абдулхамиду Апаеву 22 года. Выучил Коран за 18 месяцев. Он уже выполнил свое задание и ожидает результатов. Жюриш қолхаттырдылар, сән мәсәләнә жүйбішімділер, ишт болш қолсмя, ешім құлшбат, ондалж. Құрандық хамин отық, из төлу, толым ұжету бәқін бұл, дүниена әйғырта, дақыр олсам хваттин чунар, оғышташына дейлер есғыл, Мероприятие приурочено к 70-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня муталимы показывают свои знания. Итоги подведут завтра. وي باتشا بيركة سا وي باتشا باهان دولشا دوي وي مسانا خوشدو قهر دوحر حافش كولش وي مكا يوغر تون ارم تون امرو تا تون اونل تا يوغنا يتاغنا وي نهرغوش دشا اسبيلخنا استيومشدو دنيا قران عام در قرآن ده يقرأ توردزدو und ديل أفنو صلى الله عليه وسلم في حديثا قابل داخل إذا خيركم من تعلم القرآن وعلمه ألا تدخشوا ولا وجه القرآن عام إن القرآن ده يغنقو ناقة وقعت شكوشكا أو مخكها и дикал дел они там съелщу und وي дедини мелдола шошари мелдола وي хафиш крушбу. На церемонию награждения приехали известные богословы во главе с муфтием республики Салахом Хаджи Межиевым. Хафизы встречают гостей у входа. وين يوقع بوش بول غولبش حخرجر إش آرينسا يلش الكونكورس يدعب آخر سيجرا حلقر متك شوش إش سباخر دال جرجحها بوق يحك عن بوين يلشان جرجح عليه الصلاة والسلام أولى أش جرجح
В каждой номинации по 5 призовых мест. В знании 15 джузов победил Саид Амин Мударов из школы хафизов имени Зелимхана Кадырова, села Ахматюрт. Победителем номинации «Знание полного Корана» стал Магомед Магомадов из школы хафизов имени Кунта Хаджи Кишиева, города Курчалой. В качестве приза он получил автомобиль марки «Лада Гранта». خصيته طبعا الحمد لله طبعا حضرمت بيقن ديننا خصيته دو دام الله كده اشت كونكورس كح طولن باقوش دام قران تقاوي قردو صحبوت تحاول خيتين كونكورس ريوا استاق دينا يشوز دوش اشت بفتوريرس هرسدو هر كونكورس اكس مسيت كونكورس واو نيرسو طولن بيقن خزايس الحمد لله ديسو كونكورس انشنا Остальные призеры получили денежные премии, однако проигравших сегодня нет, ведь свою главную награду участники получат от Всевышнего Аллаха. Абдулла Батаев, Моусар Даудов и Ислам Али Султанов. Неделя. А в летнем оздоровительном лагере «Горный Биной» прошел фестиваль детского творчества. Здесь провели конкурсы на лучшее чтение Корана, на лучшее чтение стихотворений об Ахмате Хаджи Кадырове, конкурс рисунков и выставку. Участие приняли около 30 воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей. Обо всем по порядку расскажет Шамиль Эрсанбиев. Детский оздоровительный лагерь «Горный Биной» встречает гостей фестиваля выставкой детского творчества. Спички, картон, разные подручные предметы и немного креатива. Ребята представили поделки и игрушки ручной работы. Они у нас молодцы. Я горжусь. Мы все должны гордиться с детьми, которыми мы работаем. И день, и ночь мы трудимся с ними. Параллельно на территории комплекса проходит конкурс юных художников. Участники из различных реабилитационных центров республики соревнуются в написании лучшей картины на тему «Дыхание весны». Летний амфитеатр лагеря заполнен. Здесь ребята соревнуются сразу в двух конкурсах. Лучший чтец священного Корана и лучший чтец стихотворений о первом президенте Чеченской республики Ахмате Хаджи Кадырове. Несмотря на юный возраст конкурсантов, чувствуется напряжение от высокого уровня конкуренции, так как каждый из них нацелен на победу. Религиозное образование – важная часть воспитания детей в Чеченской республике. Поэтому такой крупный фестиваль точно не мог пройти без конкурса на чтение Корана. Участвуют воспитанники учреждений социального обслуживания семьи и детей. Этих детей мы будем оценивать по следующим критериям. Это правило чтения Корана таджвид, четкость произношения букв и мукама хазмукамбег. Маленькая Малика Магомаева доказала, что обладает большими знаниями. По решению жюри она заняла первое место и стала лучшим чтецом Корана в этом конкурсе. Ей вручили весьма солидный подарок – планшет. Эмоции были очень большие, я очень радовалась. Мне было очень весело. Призеров тоже не оставили без подарков. За второе место вручили смартфон, а за третье – умный фитнес-браслет. Все участники конкурса себя показали очень хорошо. Это мероприятия очень полезные в проведении творческих детских мероприятий. Это развивает их дикцию, развивает умение, знание основ ислама, прививает к ним привычки к живописи, рисовать и тому подобное. Нелегким выдался и конкурс «Лучший чтец стихотворений о первом президенте Чеченской республики Ахмате Хаджи Кадырове». Первое место взяла Амина Хункарбиева. В стихотворении она поведала о вере Ахмата Хаджи в мир и созидание. Он нам оставил мир и созидание, которого мы были лишены. Он дал надежду нам, вселяя веру о прекрасном бытие. Он жизни человеческой знал цену. Таких, как он, так мало на земле. Подвели здесь и итоги конкурса рисунков. Усман Эльдаров нарисовал сторожевую башню, в которых жили предки чеченцев. Его картину члены жюри посчитали лучшей. Первый метод безан рисовать. По улыбкам участников можно смело сказать, детский фестиваль творчества удался.
Шамиль Эрсанбиев, Асхаб Зазалаев, Арби Чакаев, Имран Абазаев и Салман Усманов. Неделя. На Биноевском фестивале также прошла сельскохозяйственная ярмарка. На ней был представлен широкий ассортимент – овощная и молочная продукция, мясные, колбасные, хлебобулочные изделия и многое другое. Посетители смогли посмотреть и приобрести экологически чистую продукцию. Далее в сюжете Изабеллы Хамурадовой. Без искусственных добавок и консервантов на выставке представлена исключительно натуральная продукция, производимая в Чеченской Республике. Сегодняшняя ярмарка проходила в рамках утвержденного проведения плана мероприятий программы Народного фестиваля «Биноевская весна-2021». Ежегодно на ярмарках увеличиваются объемы производства и ассортимент производимой продукции. Здесь приняли участие 50 производителей. Один из них – Аргунский мясокомбинат. Они выставили 65 изделий. Некоторые из них представлены на ярмарке впервые. Продукция у нас каждый год выходит новый ассортимент. У нас на данной ярмарке представлены сосиски детские. Они содержат такой состав, что их может кушать ребенок с 3 лет. То есть здесь в составе и обозначено, и он, соответственно, содержит сыр, и сыр как бы придает такой пряный вкус. Адам – пчеловод со стажем 12 лет. Это не просто работа, а исполнившаяся мечта, говорит он. С самого детства он вместе с отцом занимался пчеловодством, а теперь его мед получает различные награды. На Биноевской ярмарке свою продукцию он представляет каждый год. Вот майский мед, такой, можно сказать, ассорти. Ходит туда белые акации, глядичи, аморфи, верба, лоховник были и молочай. Видите, темный цвет. Вот эту темноту дала молочай. На ярмарке представлены самые разные продукции. К примеру, организация «Стандарт» сегодня представляет продукты зерновой культуры. Овес, кукуруза, пшеница и ячмень. После переработки они попадают на стол в виде вкусных булочек, пирогов и батонов. Вкусно, весело и интересно. Жители республики и гости не только насладились интересной программой ярмарки, но и приобрели для себя натуральные и экологически чистые продукты. Ярмарка масхул венас вахалха венвар. Ярмарка уж устроил массу өзөк народный хозяйство хая. И дарбне кем бетштах юшки دقهم شخل هر أحسمونه بق جانا كذي داز مقشلنا ديك دخل. خز بعزليو خز يار مركايو خز غلقدو سمق دول هو بال مسو 8 مليار يقق يتا ينا دير رز خلق رمضان يا سمق دقنا خلق تانتوخ В рамках фестиваля народного творчества «Биноевская весна-2021» также прошли национальные игры по 10 дисциплинам. Среди них стрельба из лука, борьба на поясах, поднятие тяжести, ходьба на ходулях, лазание на бревно, перетягивание каната. Изабелла Хамурадова, Азан Идрисов и Салман Усманов. Неделя. На ежегодном фестивале народного творчества «Биноевская весна» в фотографическом музее Ширабена прошел конкурс парного танца «Нохчин Хелхар». Участвовало 150 человек, профессиональные танцоры и представители самодельного искусства. Мероприятие посетил и Рамзан Хаджи Кадыров. Подробности смотрите далее в сюжете. На фестивале глава Чеченской Республики первым делом оценил изысканные блюда, приготовленные специально к такому мероприятию. Рамзан Хаджи Кадыров считает, что именно наша национальная еда самая вкусная. После застолья со своими соратниками глава республики посетил конкурс парного танца «Нохчин Хелхар». Выражая глубокое уважение к чеченским традициям, Рамзан Хаджи Кадыров тоже пришел в национальном костюме. Традиционный чеченский парный танец лежит в основе фольклорного искусства чеченского народа и является самым известным во всем мире. Он отличается символом сдержанности и одухотворенности. Бесплатно даун, лекция шукой даун, юеш даун, гойч, гайта гойч, лекция шукой даун, мухил диз, гойч, хелхар мухил диз.
نحكي يوع خلا مو ياليز نحكي كأنت بولر مو خلديز دان سو كوك مو شرشوش بالبيز لتوخش بالبيز سو إدان لتو جويتش تك حين صورت خلديز سو جويتش تك دان لك مو ليل ويز دان سو قندا يهون تحيش شو سو عندان إذا موت ما بيت إذا كان تروشي بيج بيج موت بيج بيج دان خلقر موت دان خوش سهلش دان موت سو أدم سن هم يدان يقول إخلي الله إذا دان موت سو دول حيب سنهم يدان أوي خلقر دا شيء دان بخ باش موت باش Танец ведет парень, сопровождая свою партнершу. Его движения олицетворяют образ гордого орла, а девушка напоминает грациозного лебедя. Рамзан Хаджи Кадыров поручил уделять больше внимания культурным ценностям, ведь чеченский танец – это не только пластика тела, а отражение чеченской культурной среды. سندل دانه دلع دانه دوچ اشیاء زین مغنه شی اش دوچ تگ اش خیت توش داخل غرسی گوش تگ دانه دقی دان غاطش گوسون اکشون اسون جول جوگو دا ریشینس جوریدات جوس که خلیت الهیت رکودیت لی دانه خداوش رکودیت وال دایرکتور ولا چابوا بش بلا دانه خریوگرش ولا نکزات بش دانه پس لی دوشم دانه یا خلخر هون تعامین مدر ات خلخر موت هون تع حق دانه خلقر دتشن دان ال دان شون موخي تزرع دستان وي ميلدوخ دان كونكور شرخ دانه تنا وي بوخ وعبل بوخ سغلش وي ناخن قانيان وي بيش سغلشي وي انن اوش ديت دل شدخون دان. Время подводить итоги. Имена победителей озвучивает министр культуры Чеченской Республики Хошбау Дидааев. خلقر متج ويناخ انسامبل مجمادو منصور كدير وانيت اشتا هور شرسنا O konkurs yava Belgaldaqana kört soğatdu versimata alç Grand Prix xuliza noxchu ensemble xatwe zelam baysar o mariat dal da iberk tevela shash amin shash dahiz washtolch noxchi ho khilkhar khichan am desh daqi dol dal da iberk tevel ishtu andaqi tana وحلقة باتش أحمد حجيدا غازت قبل دول سنتر خلش فون ديرة دايتنا أخشن صوغ شدو هو رتسارخ متك باقن شون إيش ودا وندقة شردو ديريز غلرنير مي باتش دال ساعدو صوغ. Первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, как никто другой, понимал важность и значение культуры для народа. Он справедливо считал, что без культуры нет нации. Лизина Асабаева, Ислам Али Султанов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном начались курсы повышения квалификации для работников духовно-образовательных организаций, сотрудников Духовного управления мусульман и преподавателей общеобразовательных школ. Лекции на тему «Суфизм в исламе» будут проходить в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи. Курсы спонсирует Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования. وين ما أردوان وين نقطة شو أردوان بوصل بين داش زمان شو إذا أستاذ شكولا أولياء شكولا لنا طريقة وين شو قد سهر خاص ديش خندور شو من صدقنا بوصل بدين تأييت بوصل بدين ده كنا الحمد لله دار يدق لكلنا وين إذا التصوف ما قالن طريقة ما قالنا تعنا خندونا بعض بيش قهلوش بوجنا خندونا بوصل بنخدوش شو تعقستن خندوش تول شو تعداء دموتش نعنا كيجيش نعنا يتيبم إنترنت شو عقيش عيديس خير خنبش بولشنا تصوف باش خندوشتجا شريعة شرداء عدو إذا الله خندوشتجا يتون خزل تون ديك الله خلنا تدورش خندوش دق إيش حقاديش أت أول خنيوش ولا كورشيش إيش أقبل دحري ولا خير الصنع. Всего принимают участие 90 человек. Они разделены на 3 потока по 30 человек. Лекции будут проходить с 16 по 25 июня 2021 года. Попытка осквернить священный Коран обернулась тюремным заключением для подростков из Англии, а 2 исламофобов из Торонто скрутили прямо у входа в мечеть, куда они пытались проникнуть с целью нанесения ущерба. О том, почему королевство Саудовской Аравии лишило возможности совершить хадж в этом году, и о других новостях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Здравствуйте, это рубрика «Умма», и я ее ведущая Элиза Тасуева. Королевство Саудовской Аравии вновь лишило возможности мусульман совершить хадж в этом году из-за нестабильности коронавирусной инфекции. Министерство хаджа и умры сообщило об ограничении количества паломников на 60 тысяч человек.
Возраст паломников от 18 до 65 лет без хронических заболеваний. Совершающие хадж должны быть саудовские подданные и иностранцы, проживающие на территории. Французская газета «Медиапарт» опубликовала статью о разоблачении ультраправой группировки, которая планировала отравить партию халяльной продукции в супермаркетах. Также они готовили нападение на имамов 200 мечетей Франции. Об этом стало известно благодаря Генеральному управлению внутренней безопасности Франции, внедривших агентов в преступную организацию. Еще одна попытка осквернить Коран закончилась тюремным заключением для 2 подростков из английской школы Фулвуд. Старшеклассники разорвали священную книгу, выкрикивая оскорбительные комментарии против мусульман. Тем самым привлекли внимание правоохранительных органов и лидеров религиозной общины. Отметим, что это не единственная попытка совершить такого рода преступление, которое взято под контроль полиции города. Недавно в интернет-ресурсах СМИ появились сведения об увольнении продюсера фильма «Они – это мы» Филиппа Кэмпбелла, повествующих о трагических обстоятельствах, основанных на реальных событиях. Кинокартина посвящена жестокому нападению на 2 мечети в Крайстчерче, в которых погибли 51 человек. Увольнением послужила критика со стороны мусульманского сообщества Новой Зеландии, которые заявили, что центральной героиней истории стала новозеландский премьер-министр Джастина Ардерн, а не жертвой теракта. Национальная исламская молодежная ассоциация создала петицию с требованием бойкотировать киноленту. В городе Торонто, Канада, 2 местных жителя пытались проникнуть в мечеть и нанести ей ущерб, при этом угрожая работникам святыни. Как сообщает сам имам мечети, мужчина и женщина, не попав внутрь, начали угрожать служителям взрывом бомбы. Благодаря оперативности правоохранительных органов, среагировавших молниеносно на вызов, удалось скрутить исламофобов. На данный момент они находятся под следствием. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. В Байсангуровском районе Грозного продолжается строительство школы и детского сада. В общей сложности на объектах задействовано 180 рабочих и 17 единиц техники. Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и будут соответствовать всем современным стандартам. Подробнее смотрите в нашем следующем материале Изабеллы Хамурадовой. На объекте более 100 рабочих и 8 единиц техники. Работа не прекращается даже в позднее время. Чтобы школа служила долго, нужно сделать крепкую кладку, говорят рабочие. Стройка на вечер. Школеш. Нухто. Перегородка шалючтуто внутрикомнатный. Пол кирпича. Самая сложная часть строительства позади. Сейчас рабочие проводят инженерные коммуникации. Беру перфоратор, чтобы провести свет в подвал, потом там работать. Общая площадь застройки больше 11 тысяч квадратных метров. Учащиеся получат современную школу со всем необходимым для полноценного учебного процесса. Вот школа состоит из 7 корпусов. 4 учебных корпуса, спортзал, пищеблок и мастерские. Рядом располагается задняя часть двора, футбольное поле и баскетбольная площадка. В Байсангуровском районе строится не только школа, но и садик. Он одновременно сможет принять 240 малышей. Объекты возводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда». Здание двухэтажное. Детский сад разделен на 4 блока и будет соответствовать строгим требованиям комфортности и безопасности. Все находится, где спальня, это все у нас на 2-м этаже. Первые этажи, и, как я говорил, это типа хоз. Потом кабинет директора, заведующей, потом идут столовые, охрана. Сейчас мы готовим под детские игровые площадки. На объекте работает бригада профессионалов. Всего 80 человек. Задействовано 9 единиц техники. Общая площадь застройки 4000 квадратных метров. 100% закончено сам корпус здания, 50% закончено кровельные работы, 90% закончена стартовая отделка, то есть штукатурка, шпаклевка, полностью закончены полы, перегородки, кроме одного этажа, все перегородки закончены. То есть идут сейчас полностью отделочные работы. Возведение учебных учреждений в Чеченской Республике проходит повсеместно. В рамках нескольких нацпроектов в ближайшие годы в регионе планируют построить десятки школ и детских садиков. Изабелла Хамурадова, Альбий Чакаев и Салман Усманов. Неделя.
В Грозном прошло первое пленарное заседание Общественной палаты Чеченской Республики 5-го созыва. Руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики Галас Таймасханов зачитал поздравительный адрес Рамзана Хаджи Кадырова. Образование Общественной палаты стало важным шагом на пути становления гражданского общества в Чеченской Республике, который был обозначен первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыровым ради мирной жизни и благополучия своего народа. Я поздравляю вас всех с избранием, желаю успехов и удачи во всех делах и начинаниях на благо жителей Чеченской Республики. На голосовании собравшиеся эксперты единогласно предложили оставить прежнего руководителя Общественной палаты Исмаила Денильханова. Также он был награжден грамотой главы региона. Исмаил Денильханов рассказал о задачах 5-го созыва. Перед нами опять же стоит задача, чтобы уровень доверия между властью и общественностью была на высоком уровне. То есть сегодня на площадке Общественной палаты обсуждаются самые насущные вопросы. То есть сюда включены люди, которые имеют авторитет среди населения, то есть лидеры общественного мнения. Здесь также журналисты, блогеры, здесь есть политологи, здесь есть юристы, врачи. То есть Общественная палата, она такой орган, некий орган такой чувствующий все, что происходит как в регионе, как и за пределами. 1 июня 2021 года в селе Гелдаган состоялось открытие первой модельной библиотеки в Курчалоевском районе, модернизированной в рамках национального проекта «Культура». Мероприятие состоялось в Международный день защиты детей. Библиотеки полностью поменяли интерьер и закупили новое оборудование. Всего в учреждении 12 348 книг. Литература разнообразная, от чеченского фольклора до мировой классики. Подробнее в нашем следующем сюжете Изабеллы Хамурадовой. Это первая модельная библиотека в Курчалоевском районе. На открытие собралось много местных жителей. Также прибыли и гости. Министр культуры Чеченской Республики Хошбау Дидаев и глава Курчалоевского муниципального района Асламбек Ирасханов. Библиотека нового поколения, модельная библиотека. Открытие библиотеки состоялось в Международный день защиты детей. И красную ленточку перерезают именно они. Всего в учреждении 12 348 книг. Литература разнообразная, от чеченского фольклора до мировой классики. Библиотека в нашем районе построена благодаря национальному проекту «Культура». Мы очень ждали этого. Это большой для нас подарок. Открытию рады не только взрослые, но и дети. Исмаилу всего 9 лет. Юный читатель любит географию и окружающий мир. Планирует приходить сюда часто. Я очень хочу тут появляться побольше. Мне очень нравится эта библиотека. Я когда будет свободное время, обязательно буду приходить. Здесь есть зоны для обучения и отдыха. Библиотека оснащена техникой с доступом к современным электронным ресурсам, в том числе к национальной электронной библиотеке. Модельная библиотека – это совершенно новый уровень работы библиотеки, оснащения, комплектования. Библиотека с современным дизайном, библиотека с доступом к национальной электронной библиотеке. Любой читатель этой библиотеки, придя сюда, может получить доступ к президентской библиотеке. Большая доля знаний заключается в книгах. Первый ниспосланный аят Корана повелевает читать, потому что чтение является ключом к знаниям. Всевышний Аллах сказал: «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее. Он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь самый великодушный. Он посредством письменной трости научил человека тому, чего тот не знал». Изабелла Хамурадова и Салман Усманов. Неделя. В офисе избирательной комиссии Чеченской Республики прошла презентация брендбуков избирательных кампаний по выборам главы Чеченской Республики и парламента Чеченской Республики 5-го созыва. Здесь были представлены основные визуальные элементы и варианты их применения на разных носителях. К примеру, на общественных транспортах, одежде, сувенирах, а также в виде баннеров и билбордов. Брендбуки разработаны по заказу избирательной комиссии региона. Они были выбраны путем конкурса среди дизайнеров России. Из 150 работ выбрали несколько вариантов. Впоследствии они дорабатывались специальной комиссией. День голосования на территории Чеченской Республики состоится 19 сентября 2021 года. В современном мире, в современном обществе рекламная продукция должна иметь свой стилизованный вид, свой логотип. Вот в соответствии с этим запросом, принимая опыт работы
Центральной избирательной комиссии по изготовлению брендбуков. Впервые на выборах главы Чеченской Республики и на выборах депутатов парламента Чеченской Республики избирательная комиссия разработала брендбуки. Все информационные материалы, которые будут размещены на улицах городов и районов, также населенных пунктов Чеченской Республики, будут с единым логотипом, с единым дизайном. В Грозном состоялось открытие Северо-Кавказской школы политики. Это проект, который реализуется при грантовой поддержке Росмолодежи и направлен на вовлечение молодежи и решение социально-экономических и общественно-политических проблем, существующих в регионах СКФО. В рамках данного проекта будут проходить образовательные программы, встречи с действующими чиновниками. Мы планируем отдельно встречу с депутатами. Это все делается для того, чтобы молодежь СКФО увидела политику изнутри, чтобы завтра утром не стать каким-то инструментом в руках наших недоброжелателей, и чтобы никогда и никто не смог нас использовать в своих планах против нашего государства. По итогам мероприятия молодежь смогла пообщаться с известными общественными деятелями региона в открытом диалоге. Всего приняли участие больше 50 спикеров со всех регионов Северного Кавказа. На таком мероприятии я участвую впервые. Очень много полезных встреч, очень много полезной информации. Очень продуктивно прошли все эти дни. Программа очень была насыщенная, полезная для нас. Мы очень рады, что мы посетили данное мероприятие. Мы в молодежной политике находимся и берем опыт старших наших коллег, поэтому они рассказали, как вести себя в этой политической деятельности. И на этом мы завершаем наш выпуск. Всего вам хорошего. Ассаламу алейкум.